Святая святых художника – это его мастерская. Вот он эскиз, по которому был отлит памятник. Рядом с ним стоят и другие вариации. Эскиз кавалериста, скачущего на коне с шашкой в руках, в натуре был слеплен из обычного пластилина, материала, легко подвергаемого трансформации, но в особых мастерских условиях, в сухом и прохладном помещении. Александр Андарович Айдуб, заслуженный художник, скульптор Республики Тыва, автор исторического памятника. Увековечить память тувинских добровольцев Президиум Малого Хурала Тувинской Народной Республики планировал еще 23 июня 1944 года. Прошло 72 года, и вот событие свершилось. Наш председатель общественной организации «Потомки тувинских фронтовиков-добровольцев» Сундуй Алексей Михайлович за последние 3-4 года бегал по разным инстанциям, чтобы добиться разрешения создания памятника. И мне он все это время твердил: смотри, Айдуб, я хочу, чтобы ты тоже участвовал в создании и изготовлении памятника. У меня же с конца 80-х была задумка о создании монумента «Кызыл-Кош» – «Красный обоз». Делал зарисовки, изготавливал эскизы на эту тему. Процесс работы над памятником начался в прошлом году, когда был создан фонд по увековечению памяти тувинских добровольцев. Затем прошел конкурс эскизов, и работа Александра Айдуба выиграла. Если сказать, что для мастера весь этот период был напряженным, не сказать ничего. Кропотливая работа велась сразу в 2 регионах – в Туве и Бурятии. Это не собирательный образ тувинского добровольца. Нет, я создавал его по образу командира тувинского эскадрона, героя Советского Союза Тулюша Кочелова. Он одет как командир, ведущий свой эскадрон в бой с врагом, вооружен всей военной амуницией. Вначале пришлось поволноваться. Известный красноярский скульптор Константин Зинич, кстати, один из участников конкурса, не верил в успех реализации эскиза Айдуба. Но Александр Андарович верил и видел реальное воплощение памятника. Помог друг, известный бурятский художник, член Творческого союза художников России Александр Миронов. И началась кропотливая работа по лепке формы из глины и последующей отливке из бронзы. В мастерской Улан-Удэ Александр Айдуб жил и работал со своим сыном Салдысом и учеником Адыгжи. И в назначенный срок, 25 августа, в сквере перед бизнес-центром «Кызыл» был установлен памятник 3-тонного бронзового кавалериста с высотой 5 метров и длиной 4 метра. Постамент выполнен из бетона и гранита. Через неделю, 1 сентября, в день отправки на фронт добровольцев, состоялась торжественная церемония открытия памятника. Об одном жалею в этот знаменательный день, в эти волнующие минуты, что с нами сегодня, здесь и сейчас, нет ни одного из тех, кому этот памятник посвящен. Но то, что он возведен всем миром, является самым крепким залогом долгой и прочной памяти о тувинских добровольцах, о наших предках. Уверен, дети наших детей, а затем и их потомки будут приходить к нему, чтобы поклониться символу славы своих предков, передать внукам и правнукам историю солдатского подвига, поведать о величии духа и самоотверженности всего военного поколения Тувы. О количестве наград, грамот, благодарственных писем и медалей наш герой скромно умалчивает. Сам Александр Айдуб родом из знаменитого села Кызылдак Байдайгинского района. Отец работал председателем сельского совета, мать была искусной швеей. 6-й ребенок в семье из 8 братьев и сестер. Уже с 8 класса он участвует в республиканских конкурсах камнерезов. Опыт и настоящий творческий зуд созрел, когда он закончил Кызылское училище искусств и Алматинское художественное училище. В 1986 году получил высшее образование. Окончил Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова. Вслед за первым профессиональным тувинским скульптором-монументалистом Антаром Тавриштаем. Мною задуманных и прорисованных эскизов много, в частности, возведение памятника классику тувинской литературы Сергею Бырбю. Мне, как человеку искусства, хотелось бы видеть в нашей республике художественную галерею, чтобы в ней были выставлены все рукотворные работы наших прославленных мастеров и молодых художников. Считаю, что пришло время работать в этом направлении.
Александр Айдуб наивысшей степенью художественного мастерства считает работы живописца эпохи Возрождения Микеланджело и основателя современной скульптуры Агюста Родена. Твердо убежден, что в каждом человеке скрыт талант, и раскрыть его можно только через упорство и ежедневный кропотливый труд. Рес Мангуш, Буян Аюн, телекомпания «Новый век».